Мы сейчас находимся в кинопавильоне Сахафильма. Здесь идут масштабные подготовки к съемкам исторической картины «Тыгын-Дархан». Творческая группа все детали держит в строжайшем секрете, но для нас сделали исключение. Сейчас художники работают над воссозданием интерьера традиционного якутского жилища образца 17-го столетия. В соседней комнате костюмеры разбирают меха. Мягкое золото собирали по всей республике. Только на пальто главного героя уйдет добрая половина чернобурки. Якутская национальная одежда – дорогое удовольствие. Орудие тоже неотъемлемая часть фильма. Создатели обещают немало сцен с луками и стрелами, а также древним национальным мечом Батыя. «Тыгын-Дархан» – это один из самых больших проектов в истории якутского кино. К примеру, закупка оборудования обошлась в 40 миллионов рублей. Зритель увидит нечто новое, рассказывает режиссер Никита Аржаков. Якутский зритель, во-первых, он доброжелательный. Он всегда поддерживает. Он как говорится, голосует своим рублем. Не всегда, может быть, он видит то, что он хочет, потому что разница между нашим кино и, скажем, лидером мировым американским кино или там азиатским кино, конечно, разница очень большая. Но они видят в этом некую перспективу и дают такой вот аванс. Аванс местной публики может оправдать первый якутский полнометражный триллер «Мой убийца». Фильм претендует на место в список номинантов «Золотого глобуса». О кинематографе Алмазной республики вновь заговорили во всех СМИ. Что такое в вашем фильме зацепило, что теперь он номинант? Мне как режиссеру, наверное, сложно судить, да? Вот попробуйте, изнутри свой фильм, мне как-то сложно абстрагироваться от него. Ну вот, 3 ноября будет прокат фильма в России. Я думаю, что многие увидят и сами оценят. 5 миллионов рублей. По меркам Якутии бюджет приличный. И зрители, и критики оценили крепкий сценарий картины. Фильм основан на реальных событиях. Знаешь этого кекса? Актриса театра Галина Тихонова исполнила в фильме главную роль. Играла за двоих. В центре истории сестры-близнецы. Мы же работаем за идею, но по сравнению с тем, что было лет 5 назад, наши гонорары выросли. Но самой большой неожиданностью стало то, что наш фильм заметили в Голливуде. Якутский фильм на «Золотом глобусе». Это же невообразимо. В год кино самая киношная республика России выпустила 12 картин. В последнее время набирают популярность документальные ленты, а на первом месте по-прежнему комедии. Кинозал в селе Майя. Для 12-тысячного населения он служит центром культурной жизни. Почему мы приехали именно сюда? Потому что здесь показывают только якутские фильмы. Рентабельно ли это, спросите вы? Вот и узнаем. До начала сеанса полчаса. Первые зрители – школьники из соседней деревни. Они специально приехали на каникулы, чтобы посмотреть все новинки. В очередной раз комедия «Гектар» собрала почти полный зал. Для сельского кинотеатра это хороший показатель. В кинозале 46 мест. В дни премьер директор Прокопий Федоров становится самым популярным человеком на селе. Билеты на расхват. Только вот скорость выхода местных премьер не может конкурировать с остальными. Конечно, якутская киноиндустрия не выпускает новые картины еженедельно, поэтому в этом плане нам сложно работать. Для приобретения специального оборудования необходимо 5 миллионов рублей. Тогда мы могли показывать все мировые премьеры. В Якутии открытие кинозалов в сельской местности – государственная политика. В этом году регион выиграл грант из Российского фонда кино для закупки 3 киноустановок. Столько же приобрела сама республика. Не секрет, что кинопоказ на селе, на самом деле, это не бизнес уже. Это больше социальное явление. У нас 36 районов, да, город Якутск в том числе. 17 из них имеют доступ к кино. У остальных 19 практически доступа к кино нет. Скромный бюджет – еще один феномен якутского кинематографа. Но то, что творения местных режиссеров бьют рекорды голливудских авторов – факт. Пример – 2 сельских кинотеатра. Сборы мировой мультпремьеры в разы уступают очередной якутской комедии. Необычное мероприятие в Сахафильме – конкурс народных идей. Специалистов кино сразу зацепила реальная история об американском шпионе, которого поймали в Верхоянске. Это было в 70-х годах. Начинают за ним следить. Эти подростки тоже каждый со своей историей. На кастинг пришли люди самых разных профессий. Некоторые даже удивили комиссию готовыми сценариями. Кто знает, может, именно их идея станет основой нового кинохита.
Вся республика вот в этом кабинете собралась. Реаниматолог был, пенсионеры, все приходили рассказывать про свои. Сарел Тихонов пока о карьере в сфере кинопроизводства не думает. Он большой поклонник родного кино, один из тех зрителей, которые ходят на все премьеры. Ну, якутский зритель – это, несомненно, активный зритель. Он не ленится купить билет и прийти в кинотеатр. Не скачать где-то там на торрентах, где-то там что-то посмотреть на компьютере. Нет, ему нужно кино. Ему нужен кинозал. Первый профессиональный кинорежиссер Якутии Алексей Романов просматривает съемки своей новой картины. В ролях местные актеры. Съемки проходили в одном из улусов Якутии. Сценарий писал сам Алексей Семенович. Классическая схема. В планах у режиссера Романова запустить совместный проект с коллегами из стран СНГ. 80% фильмов, которые создаются, они создаются как бы для нашего региона, для якутского зрителя. Но мы стремимся сегодня выйти уже на мировой уровень, на мировой кинорынок. Якутский зритель любит свое кино. А примет ли творение якутских художников российский зритель? На этот вопрос попробует ответить прокат триллера «Мой убийца». Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести.